Почему казахский язык является древним и богатым? Одно из доказательств, как в казахском языке давали определение окружающим вещам, процессам и так далее. Сегодня мы хотим вас удивить в несколько ином контексте. Все вы знаете популярную звезду. На нее выходит ось Земли. Она находится в северной части нашего небосклона, и в какое бы ни было время года, летом, зимой, весной, осенью, ось прямо смотрит на полярную звезду, а небо движется вокруг этой звезды. Представьте себе масштабы Вселенной. В какой бы части Солнца ни находилась Земля, ось прямо смотрит на полярную звезду и ни на йоту не двигается. Насколько полярная звезда далека от нашего Солнца, от Земли, просто невероятно. Теперь, какое же определение дали казахи этой звезде? Сейчас мы назовем слово. Любой казах, любой наш тюркоязычный собрат поймет, о чем мы говорим. Темір қазық. Вот такое определение казахи дали популярной звезде. Что такое темір қазық? Это некий кол, вбитый в землю. К нему привязывают либо лошадь, либо быка с целью, чтобы животное могло кружиться, пастись, но не могло покинуть данную окружность. Представляете, какое точное попадание? Ни в одном из мировых языков нет такого точного определения. Казахи также давали определение и другим небесным телам, например, Юпитеру Исек-Карган, так как Юпитер не уступает по яркости Венере. Есть легенда, что некий путник, спутав эти небесные тела, повел своих ослов не туда, и все его стадо погибло. Тоже поразительное попадание. Кстати, почему сейчас очень много переводов новых слов? Потому что казахский язык поразительно сохранил свою структуру, чистоту языка, сингармонизм, интеграции новых слов очень много. И наша забота нашего поколения передать наш чистый, информативный, как ген язык дальше нашим потомкам.